Здравствуйте, в эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Состоялось первое заседание правительства Якутии в новом составе. В ходе заседания принято постановление правительства о создании экспертного совета по разработке критериев снижения бедности. 18 октября официально закрывается сезон навигации в Центральной Якутии. До этого времени паромы, связывающие Якутск с Заречьем, будут работать в штатном режиме. В Ленске систематически нарушают правила дорожного движения рядом с третьей школой. Кто несет ответственность за безопасность детей, разбирались наши коллеги. Ничего от советского не останется. В Якутске реконструируют площадь Ленина. В концепции дизайна символические образы из эпоса «Аланхор». Якутские футболисты получат шанс попасть в ЦСКА. В спортивном комплексе «Дахсун» организовали мастер-класс для детей Дальнего Востока в Якутске. Дмитрий Егоров посмертно удостоен звания Герой России. Сегодня состоялось прощание с военнослужащим. Уроженец Сунтарского Улуса подписал военный контракт и служил в стрелковом батальоне 155-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Восточного военного округа. Рискуя своей жизнью, неоднократно спасал раненых сослуживцев. Во время очередного военного задания вблизи населенного пункта Новомайорская в Донецкой Народной Республике он героически погиб. В траурной церемонии прощания с Героем России приняли участие руководители правительства, парламента республики, представители общественных организаций, родственники, друзья и жители города. Герой России Дмитрий Егоров будет похоронен в родном Сунтарском Улусе. Дмитрий Николаевич в числе первых завладел опорным пунктом. И так сложилась ситуация, что он боролся в неравном бою с 6 врагами, которые оказались побежденными. Захватил опорный пункт и вышел из данного боя победителем. Это было 7 сентября. Но и до этого он неоднократно проявлял чудеса мужества и героизма. Имея природную смекалку, мужеством пользовался заслуженным авторитетом среди морских пехотинцев. И этот подвиг является олицетворением его мужества, героизма. Прискорбно все, конечно, что наши ребята гибнут там. Но кто же, если не мы? Но отношение республики, конечно, очень... Все для воинов наших. Все привилегии, ничего не скажу. Внимание. Ну, вот так. Конечно, обидно, что наши ребята гибнут. Но я думаю, мы победим. Победа будет за нами. Врачи из республики выехали в военные госпитали Дальневосточного федерального округа для оказания помощи участникам специальной военной операции. Для оказания волонтерской и практической помощи нашим раненым землякам в военные госпитали ДФО выехала бригада врачей под руководством Владимира Богдашина. Так, в составе бригады врач-травматолог Горной центральной районной больницы и врач-психиатр Якутского республиканского психоневрологического диспансера. В республике же продолжается работа по оказанию медицинской помощи демобилизованным участникам СВО, а также членам их семей. Военнослужащие, вернувшиеся из зоны СВО, и их родственники смогут пройти восстановительный курс и получить необходимую медицинскую реабилитацию. Помимо этого организована выездная работа врачей. Опытные врачи активно участвуют в оказании медицинской помощи в военных госпиталях. Медицинские работники оказывают практическую и консультативную помощь. Выстроена четкая маршрутизация для оказания помощи медицинской. И при этом, значит, то, что касается реабилитации, то реабилитация демобилизованным участникам специальной военной операции оказывается в наших медицинских организациях. Это многопрофильная организация, это Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины, а также Национальный центр медицины.
К другим темам. Сегодня, 10 октября, прошло первое заседание правительства Якутии в новом составе под председательством Кирилла Бычкова. В рамках заседания глава Якутии отметил, что первое заседание правительства в новом составе всегда знаковое событие. Он сказал, что состав Кабинета министров сформирован с учетом профессионализма и опыта каждого его представителя. Вам предоставлена уникальная возможность служить и внести свой личный вклад в развитие республики. Уверен, что вы продолжите все успешные традиции предыдущего состава и еще больше нарастите темп социально-экономического развития Якутии, подчеркнул Айсен Николаев. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется в России. За прошлую неделю зарегистрировано более 16 тысяч случаев. В базу загружено свыше 279 тысяч геномных последователей ковида, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования. Преобладающими остаются последовательности геноварианта омикрон. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. 10 ноября состоится открытие новых производственных зданий Жатайского судоремонтного завода. Событие будет приурочено к другой значимой для речников дате – окончанию навигации на реке Лени. В настоящее время работники судоремонтного завода монтируют в цехах станки. Большой объем работ подрядчиками уже выполнен. Мы учли не только техническую составляющую, благодаря которой в цехах будет установлено современное оборудование, но позаботились и о сотрудниках завода, предусмотрев для них хозяйственный блок, отметил генеральный директор ПАО «Лорб» Сергей Ларионов. 18 октября официально закрывается сезон навигации в Центральной Якутии. До этого времени паромы, связывающие Якутск с Заречьем, будут работать в штатном режиме. Интервал отправления каждые 30 минут и цены на перевозку останутся те же. После официального закрытия переправы и до конца октября паромы переходят на режим работы в межсезонье. Продолжит тему Александр Хавренко. Исходя из многолетних наблюдений, работа паромов на Лени по маршруту Якутск-Нижний Бестях продолжится до конца октября и, возможно, до первых чисел ноября. На линии по-прежнему будут выходить все 9 паромов, но если поток желающих снизится, то, возможно, будет пересмотрен график движения. Работа в межсезонье подразумевает дополнительные расходы, что, конечно же, отразится и на цене перевозок. Дополнительные буксиры, усиление экипажей делаем, поэтому... И, соответственно, расход топлива немаловажно, но в этот момент он тоже увеличивается. В этом году не будет для населения сюрприза, потому что приказ, который Госкомцен в 2016 году издал на межсезонный период, он и будет действовать в этом году. Поэтому легковой, к примеру, транспорт, он будет варьироваться от 650 рублей до 3450, в зависимости от тоннажа машины. Легковой автомобиль весом до тонны 100 будут перевозить за 685 рублей. До 1,5 тонн за 1100 рублей. Легковушки весом более 3 тонн обойдутся в 3450 рублей. Автобус до 25 мест – 4420 рублей, свыше 25 мест – 6905 рублей. Цена на перевозку автобуса типа «Экарус» составит 7875 рублей. С появлением на причале терминала накопителя и упорядоченной пропускной системы посадка на паром стала значительно удобнее. Больше никто не пытается пролезть без очереди, создавая конфликтные ситуации. По наблюдению сотрудников причала, лучшее время для отправки из Якутска – это рабочие часы в будние дни. Как правило, в это время водители проводят в накопителе не больше часа. Самый же разгруженный день – это воскресенье. А понедельник, то в среднем, может быть, ближе, наверное, к часу, где-то минут 40. Также очень сильно зависит время суток. Утром обычно у нас, не знаю, постоять где-то минут 15 можно. Да и потом сразу уже, получается, уже будет паром грузиться. А если взять уже ту же самую пятницу, в пятницу и в субботу у нас обычно прям загруженные дни. Несмотря на прогнозы, перевозчики рекомендуют не откладывать переправу на последний паром. Тем самым сэкономить свои деньги и сохранить нервы. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Интеллектуальная транспортная система, которая снизит количество автомобильных пробок, заработает в Якутске уже в начале 2024 года. Глава Якутии подчеркнул, что главной целью внедрения системы является уменьшение количества автомобильных пробок и повышение безопасности дорожного движения, а также призвана повысить комфортность жизни в Якутске. Финансирование из федерального бюджета на внедрение системы в республике составит более 335 миллионов рублей. Завершение этапа исполнения действующих контрактов по созданию и внедрению интеллектуальной транспортной системы
платформы в Якутске планируется уже в ноябре этого года. Работа системы начнется с января 2024-го. Ленчане негодуют, обсуждая в группах мессенджера WhatsApp сложившуюся ситуацию о нарушении правил дорожного движения около 3-й школы города Ленска. Около этого учебного заведения, впрочем, как и еще около нескольких учреждений, родители, привозя детей на уроки, оставляют машины, где придется. Проехать и пройти становится невозможно. 3-я школа города Ленска. Рейд сотрудников госавтоинспекции всю эту неделю проходит именно здесь. На часах 7:40 утра, вторник. Родители в спешке везут детей в школу. И всем хочется высадить своего ребенка ближе ко входу. Кто-то встал на пешеходном переходе, кто-то припарковался около бордюра. А вот этот белый джип заехал вообще на тротуар. Высаживают детей в 2 ряда, в обе стороны, прямо на зебре. Поворачивают, выезжают, перекрывают движение, ставят на аварийку и уходят провожать детей. Пока же заботливые родители прощаются со своими детьми, остальные школьники, те, что идут на уроки пешком, стоят и ждут, пока освободится пешеходный переход, чтобы можно было безопасно перейти дорогу. Каждое утро начинается одинаково, с большой пробки из автомобилей. Хотела бы обратиться к родителям детей, которые вы привозите в школы. Вы создаете аварийную ситуацию на дороге. В группах нашего города Ленска ходит очень много информации в сторону сотрудников ГАИ, в том, что мы не работаем, якобы не привлекаем. Посмотрите, пожалуйста, и оглянитесь на себя, потому что каждый из вас, подвозя собственного ребенка, останавливается на пешеходном переходе, преграждает путь другим транспортным средствам. Останавливайтесь в разрешенных местах для остановки и ведите, будьте любезны, своих деток до школы пешком. Все же не все родители нарушают правила дорожного движения. Юлия Каратаева каждое утро привозит сына первоклассника в школу, оставляет автомобиль на парковке рядом с учебным заведением. Крайне недовольны ситуацией парковки возле школы номер 3. Утром невозможно припарковаться, пройти нормально, потому что бывает на дороге бывают лужи. Бывают такие моменты, когда останавливаются машины в 2 ряда. Вообще не проехать, даже будучи автомобилистом, я не могу проехать, потому что я не вижу из-за припаркованных машин пешеходов, что может повлиять на какой-нибудь нехороший случай. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят рейды, но объектов для пристального контроля слишком много, нарядов не хватает. Но тем не менее профилактические мероприятия будут проводиться и дальше. Помимо этого обстановка будет отслеживаться по камерам видеонаблюдения, установленным около школ. Все без исключения нарушители будут привлечены к административной ответственности. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Якутяне, успешно прошедшие собеседование и практику в рамках проекта «На вахту-14», 11 октября отправятся в другие регионы России. Они будут работать в Приморском крае, Москве, Подмосковье, Смоленской области и Краснодарском крае. Первостепенная задача десанта – это набор опыта для последующего возвращения и трудоустройства в промышленные компании. В специальности, требующей владения техникой и оборудованием, требуются люди с опытом. Желающие участвовать в проекте могут оставить заявку на сайте navахту14.rf. Суммы государственной помощи по социальному контракту на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности и личного подсобного хозяйства в Якутии увеличен до 500 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от сметы расходов, представленных в бизнес-плане. Денежные средства можно расходовать на постановку на учет, аренду или приобретение помещения, на обучение, а также на приобретение необходимых материалов и оборудования. Напомним, что ранее суммы государственной помощи составляли 350 и 250 тысяч рублей. Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. Подать заявление на социальный контракт можно через многофункциональный центр «Мои документы», портал Е-Якутия и на приеме в Управлении социальной защиты города Нерюнгри. Средний душевой доход должен не превышать величину прожиточного минимума. Досрочные выборы главы Ленского района пройдут 10 декабря. До этого исполнять обязанности главы будет Александр Черепанов, на протяжении 6 лет занимавший должность заместителя главы по инвестиционной и экономической политике. Напомним, Жумарт Бельманов 2 октября досрочно сложил полномочия в связи с личными обстоятельствами. В Якутии на объектах телерадиовещания пройдут профилактические работы. 16 октября с 2 часов ночи до 11 часов утра прекратится эфирная трансляция теле- и радиоканалов в Якутске, Нерюнгри и Мирном. Фактическое время остановок будет отражено в ежедневных сводках о работе технических средств. В
В Якутске началась реконструкция площади Ленина. Уже в следующем году главная площадь республики полностью поменяет свой привычный облик. Дизайн-проект площади Ленина разработан с учетом мерзлотно-грунтовых условий местности и сложившейся улично-дорожной сети. В ее концепции символические образы из Эпсаланхо. Проект реконструкции предусматривает озеленение, мощение проездов и тротуаров, установку пешеходного сухого фонтана и 13-метровых колонн в виде серге. А стержневым элементом площади станет многофункциональное пространство, выполненное в форме круга. Старый фонтан уже демонтировали. На его месте появится светомузыкальный комплекс шоу-фонтанов с вертикальными водными модулями. Конструкция будет напоминать якутский календарь и традиционный солярный знак солнца. В историческом зале Национальной библиотеки состоялась презентация учебного пособия доктора исторических наук Андриана Борисова «История Якутии с древнейших времен до середины XIX века». Учебное пособие охватывает значительный хронологический период исторического развития народов республики. Книга содержит сведения о важнейших событиях, описываются примечательные явления, а также приводятся значимые исторические факты. Материал насыщен фактической информацией о самых отличительных особенностях истории Якутии и о крупных исторических деятелей, начиная от средневекового правителя якутов Тыгына до национального героя Василия Манчары и областных начальников Якутской области. Мой опыт просто работы в школе по преподаванию истории Якутии. Поэтому эта моя работа, она как бы, я не говорю, что итог, но просто обобщение опыта моей работы именно с этим материалом, потому что он очень интересный материал, пока в электронном виде существует, и поэтому я думаю, что есть время даже его улучшить. Это учебное пособие будет интересно не только для школ, но и для людей, которые обучаются в институтах и университетах. Айхальские малыши поддерживают иммунитет на грудничковом плавании. В специальной ванне дети делают зарядку и оздоровительные упражнения в окружении ярких игрушек. Чтобы стать чемпионом по плаванию, привыкнуть к воде нужно с самого детства. У айхальских малышей такая возможность есть. В бассейне «Дельфин» культурно-спортивного комплекса открыли секцию грудничкового плавания. В специальной ванне дети делают зарядку, оздоровительные упражнения в окружении ярких игрушек. Задача ставим грудничкового плавания не научить ребенка плавать, а адаптировать его к водной среде и оздоровить организм ребенка. Упражнения в воде способствуют укреплению мышечного корсета, также улучшают работу дыхательной системы, также способствуют становлению иммунитета ребенка. Пока груднички могут только эмоциями передать ощущения от занятий, поэтому за них говорят довольные мамы. Ребенок стал более подвижный, ему нравится пребывание в воде, развиваются все группы мышц во время плавания. И деткам вообще это полезно. На грудничковое плавание приглашают малышей от 3 месяцев. Купание в бассейне для детей безопасно. Температура воды и воздуха в помещении соответствует госстандарту. Записаться на занятия и узнать подробную информацию можно по телефону 8 924 164 88 76. В Якутии состоялось открытие первого чемпионата по креативным индустриям «Аяр-Устар». В соревнованиях примут участие студенты из 10 колледжей Якутии и студенты из Советского политехнического колледжа Ханты-Мансийского автономного округа. Этот проект, реализуемый Министерством просвещения страны, разработан для создания механизма продуктивной самореализации выпускников в креативных индустриях и реализуется с целью выявления, развития и поддержки перспективных представителей индустрии, обладающих выдающимся потенциалом и высоким уровнем компетенции. Это исключительно идея нашего региона, то есть мы хотим, чтобы было наследие этого года лидерства Якутии в рамках страны, наследие в виде образовательных программ, новых групп творческих, которые складываются здесь на чемпионате по многим компетенциям. Ну и, конечно же, это возможность нам пригласить, и они приехали, коллеги из других регионов. Регионы, которые так же, как и Якутия, выстраивают колледжи креативных индустрий. Желаем успеха нашим ребятам. Сегодня нулевой день. Они знакомятся с программой, знакомятся с амбассадорами, знакомятся с экспертами, знакомятся друг с другом.
Якутский кочующий музей отправляется в Амурскую область и Забайкальский край. С 14 по 30 октября по железной дороге команда Музея музыки и фольклора народов Якутии отправится в города Белогорск, Чита, а также поселок Агинское Агинского Бурятского округа. Помимо показа экспозиции, коллектив музея подготовил насыщенную культурную программу. Подробнее о проекте расскажет Марфирина Алексеева. В рамках турне пройдет ряд больших культурных мероприятий, направленных на популяризацию культурного наследия коренных народов Якутии, расширение культурных связей между регионами и взаимодействие культур. В программе организация 2 передвижных выставок из фонда Музея музыки и фольклора народов Якутии. «Мотивы севера», где будет представлена национальная одежда и утварь коренных народов Якутии, и выставка «Чарующие звуки предков». Ну, чтобы для посетителей было интересно, не только вот через витрины, чтобы они смотрели наши экспонаты, но чтобы они потрогали, пошумели, поиграли. Мы везем с собой, решили везти с собой музыкальные инструменты. Выставка будет называться «Чарующие звуки предков». И вот посетители могут там поиграть, пошуметь, вот, попробовать на них. Вот. Также состоится премьера документального фильма «Кочующий музей». Для самых маленьких посетителей коллектив организует дни якутской анимации. Каждый анимационный материал – это история о традициях коренных народов, сказки, рассказанные старожилами удаленных сел Якутии. Эти 2 девки в проходную моются, наряжаются саруна-баби. Помимо этого будут организованы арт-встречи, концерты деятелей культуры и искусства Якутии. Так, с посетителями кочующего музея встретится ведущая солистка Государственного театра оперы и балета Якутии, а также этнопевица, артистка театра коренных малочисленных народов Севера Синельги. Я могу петь, если гастролирую, на бубне играть, на инструментах, вот, горловить. И рассказываю на мастер-классах про, даже повторяют венкийские хороводные песни, учим горловые, методы какие есть. Я сама шью, у меня очень хорошие, шикарные, можно сказать, национальные костюмы. Я все с детства шью, я с детства кочевала, родилась в семье эвенков, которые кочуют. У нас были свои олени, но все равно не все знают, я буду все это рассказывать. И мне очень отрадно, и я очень люблю свой народ, свою культуру, и это делаю от всей души. Проект «Кочующий музей» действует более 10 лет, но ранее они ездили по республике. В прошлом году впервые выехали в культурную столицу, город Санкт-Петербург. В этом году межрегиональный проект «Кочующий музей» стал победителем президентского фонда культурных инициатив. Благодаря этому с культурой коренных народов Якутии познакомится население Амурской области и Забайкальского края. Марфирина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутск. Глава Якутии проверил готовность к международным играм «Дети Азии». Игры станут крупнейшими соревнованиями на территории России. Свое участие в них подтвердили команды 25 стран. На сегодняшний день план подготовки инфраструктуры и объектов для проведения игр разработан, согласован и выполняется. На утверждении находится концепция аккредитации участников, оформления городского пространства, программы привлечения и обучения волонтеров. В рамках подготовки к мероприятию сейчас по поручению главы Якутии Айсена Николаева проводятся ремонтные работы в спортивных сооружениях, общежитиях и общественных пространствах, а также реконструируются дороги Якутска. Всего во время проведения 8-х международных спортивных игр «Дети Азии» планируется задействовать 16 объектов спорта, 23 объекта размещения гостей и 24 объекта питания города Якутска. В каждой из 18 олимпийских весовых категорий стали известны по 5 стран-участниц предстоящего турнира. В настоящий момент у российских борцов есть 4 олимпийские лицензии, и все они в вольной борьбе. У представителей каждой страны будет еще по 2 попытки добрать лицензии на континентальном и мировом турнирах. На Олимпийских играх в каждой весовой категории будут представлены 16 борцов, 5 уже квалифицировались по итогам чемпионата мира. 8 борцов получат право бороться в Париже с континентальных турниров и еще 3 с мирового турнира. Лицензии не являются именными.
Словакия же соберет сильнейших спортсменов в рамках чемпионата Европы. При этом помост соберет не только масс-рестлеров Старого Света, но и других континентов. Соревнования носят открытый характер. Уже подтвердили свое участие масс-рестлеры из Монголии, Узбекистана, среди взрослых и юношей. Также свое желание выступить проявили спортсмены Чехии и Сербии. Традиционно сильную команду отправит команда России. Всего организаторы ожидают не менее 10 стран-участниц. Срок окончания сбора заявок планируется к 1 ноября. Поэтому количество участников уточнится ближе к этой дате. Шанс сделать шаг к карьере профессионального футболиста. Академия московского ЦСКА в рамках проекта «1000 юных футболистов» проводит мастер-классы для юных любителей спорта. Участие в масштабном проекте принимают 190 воспитанников якутских школ. За ходом тренировок наблюдала Даяна Федорова. В список городов-участников масштабного проекта «Якутск» попал не случайно, ведь в столице региона имеется ряд современных объектов, в числе которых крытый футбольный манеж «Дохсун», позволяющий тренироваться круглогодично. Помимо материальной базы в Якутске функционирует республиканская школа по футболу, чьи воспитанники имеют богатый опыт выступления на всероссийских соревнованиях. Буквально на днях завершился сезон Дальневосточной юношеской футбольной лиги, где наша команда республиканской футбольной школы до 16 лет очень успешно выступили, заняли 3-е место. И с этим с большим успехом я всех жителей и, конечно же, любителей футбола поздравляю. Программа мастер-классов состоит из нескольких блоков, включающих в себя тренировки тактических, технических и физических навыков. Помимо практической части, большое внимание будет уделено развитию теоретических знаний. Работа с тренерами именитого клуба продлится до четверга. С нашими методиками мы приехали сюда, проведем мастер-классы, пообщаемся с тренерами. Надеюсь и верю, что есть ребята, которые действительно талантливые и смогут помочь нам в академии, чтобы мы их воспитали уже на своей территории, да, совместно с нашими ребятами. Я думаю, что это замечательный проект и уверен, что на этой земле, помимо всех алмазов, которые добываются здесь, есть и футбольные алмазы, которые в дальнейшем станут бриллиантами. Алексей Цибульский пинает мяч 3-й год. Мальчик является воспитанником Мирнинской школы футбола. По его словам, этот вид спорта подарил ему много хороших друзей и возможность соревноваться на городских и республиканских турнирах. Его мечтой является профессиональная карьера футболиста. Уже соревновались? Да. А расскажи поподробнее, где? Ну, в Айхале, Удачном. Сейчас в Якутске. Ага. А когда вырастешь, кем хочешь стать? Футболистом. Ага. И играть за какую команду хочешь? За ЦСКА. По итогам мастер-классов лучшие игроки будут отобраны для просмотра в Академию ЦСКА. Помимо этого, юные футболисты будут приглашены на матч российской премьер-лиги и выйдут с игроками армейцев на поле. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. К этому часу это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Хорошего дня.